Алеша Долматов не лох, читает свои текста, он, как всегда, обычно, необычно. Он, как всегда, ходит, шарит по улицам Москвы. Уже давным-давно он не живет у себя на Выхино, не живет он со своей бабушкой, но его бабушка все так же читает газету «Жизнь». Об этом он давным-давно, конечно, не читал рэп, но уверена я в том, что его бабушка сидит там на Выхино, соседствует с моей бабушкой, и они, в общем, читают газету «Жизнь». Но дело не в этом. Дело в том, что я все так же продолжаю жить, дышать и слушать моего любимого рэп-исполнителя Гуфика. Мир всем местом, салам. В общем, Леша Долматов не лох, Леша Долматов не лох. Леша Долматов читает свой рэп, свои текста, как всегда, как обычно, необычно, йоу. Леша Долматов не лох, он свои текста читает, как всегда, как обычно, необычно. И те, кто на него бычат, по-любому, все они сами олухи. Все, которые на него бычат, по-любому знают. Вот, не. Точнее, те, на кого Леша Долматов бычит, все они по-любому знают то, что он на них бычит. Мне бы так научиться бычить, как Леша Долматов бычит на всех этих звезд недоделанных, которые в российском шоу-бизе. Нет, конечно, есть хорошие такие звезды, как Алла Борисовна, как Лолита, как Филипп Киркоров. Я их безумно уважаю, люблю их творчество и их самих как людей. Но дело не в них, дело во многих таких других, которые становятся звездами благодаря каким-то там связям, благодаря деньгам. В общем, не о том, эта песня не о том, этот мой рэп не о том, этот мой рэп о том, что Леша Долматов не лох, йоу, Леша Долматов не лох, читает он свой рэп, как всегда, как обычно, необычно, йоу, Леша Долматов не лох, он читает свой рэп, необычно, как обычно, необычно, йоу, мир всем местом и домашним.